У них есть царь и разные чины. Одни из них, как власти, правят дома, другие вне торгуют, как купцы, иные же, вооружившись жралом, как воины, выходят на грабеж, сбирают дань с атласных летних почек и, весело жужжа, идут домой. Шатру царя с награбленной добычей. На всех глядит, надсматривая он, долг своего величия выполняя, на плотников, что кровли золотые выводят там, и на почетных граждан, что месят мед, на тружеников бедных, носильщиков, что складывают ношу тяжелых дворцам его шатра, на строгий суд, что бледным палачам передает ленивых сонных трудней. Это слова, написанные Шекспиром в Генрихе V. Сегодня мы с вами поговорим о загадочном, таинственном мире медоносной пчелы. Пчелиная семья состоит из нескольких особей. Самое главное у них, как уже было сказано в стихотворении, это матка. Но в тексте стихотворения она называется король, хотя это на самом деле королевна. Она самая красивая, стройная, и в пчелиной семье она всего одна единственная. Ее работа заключается только в том, чтобы откладывать яйца, из которых потом вылупляются пчелки или трутни, в зависимости от того, какое яйцо оплодотворенное или неоплодотворенное. Но прежде чем отложить яйцо, она проверяет ячейку, чистая ли она, как ее подготовили пчелки, и потом уже она откладывает яйцо. Ее кормят маточным молочком, специально готовят для нее. Вторая особь – это трутень, мужская особь. Но все, наверное, знают, да, что трутень – это лентяй, он ничего не делает, он ничем не занимается. Но он очень играет большую роль в пчелиной семье, потому что без него не будет продолжения рода. Трутни находятся в семье до нескольких сот, но у них очень такая жизнь короткая получается. Если матка живет до 2 лет и может и более жить, то трутень живет только летний период. И к концу осени, как правило, пчелки начинают его выгонять из центра гнезда на крайние рамки, потому что один трутень съедает за 5 пчел меду. И держать их невыгодно. Если так вот посчитали, примерно килограмм, значит, пчел считают килограммами, не штуками, а килограммами. В одном килограмме находится 10 тысяч пчел. Вот. А значит, трутни, получается, они съедают 10-20 килограммов меда за сезон. В результате этого, конечно, пчелам оставлять на зиму их невыгодно. И они их потихонечку с центра гнезда выгоняют на крайние рамки. А так как они сами питаться не могут, они уже там с голоду, с холоду совсем ослабевают, и пчелки их за крылышки, за лапки выкидывают из пчелиного гнезда. Вот такая у них жестокая участь. И после спаривания, конечно, с маткой тоже они сразу же умирают. Но бывают исключения из правил, и, как правило, такое редко, конечно, бывает, в пчелиной семье трутни зимуют. Но это бывает или матка старая, больная, или в семье пчелиной матки нет. Поэтому пчелы их оставляют. Пчелы есть охранники. Как у нас с вами есть паспорт, у пчел тоже есть паспорт. То есть, когда пчелы прилетают к себе домой, там стоят охранники, они, значит, спрашивают, вы свои или чужие, и у пчелки на конце брюшка имеется насонного железа, который выделяет определенный запах, запах своей семьи. И пчелы по этому запаху пчел пускают к себе домой. Но бывает такая ситуация, что, допустим, вот идет сильная гроза, неожиданно откуда-то тучка набежала, и пчелы все летят быстрее к себе домой, но не каждый успевает долететь до своего улья. И они, конечно, летят в первый попавшийся улей. И в таком случае, когда у пчел есть с собой немножко капелька нектара, то пчелы, охранники, дали им взятку, да, кусочек меда, они пропускают себе в улей. Вот бывает такое, и бывает очень сильное перераспределение, то есть одни семьи стоят более сильные, раз сюда все пчелы попали в первую очередь, а другие немножко ослабевают. И самое главное, конечно, это рабочая пчела, и больше всего в пчелиной семье, их бывает несколько тысяч, в зависимости от времени года. Если, допустим, весной 2-3 килограмма в пчелиной семье, то летом бывает 6-8 килограммов и более. Вот. Все основные функции выполняет рабочая пчела. Пчелы и трутни питаются медом, с пергой, кашицей и тому же только медом. Они живут семьей, нельзя же говорить пчелиная семья. То есть по отдельности ни матка, ни трутни, ни пчелы жить не смогут. Они должны жить только все вместе одной семьей. Первые 2 дня, когда пчела выходит из ячейки, она начинает чистить ячейки и себя. Затем постепенно она переходит на более серьезные работы. До 16-го дня она живет только в улье, выполняет ульевые работы. И на 16-й день она совершает первый пробный вылет из улья и стает пчелой летной. Далее она становится сторожевой пчелой
И начиная с 20-го дня она собирает нектар, воду приносит в семью. И самые уже такие последние денечки, как это, конечно, не грустно, пчела стает воровкой. Она летает везде, ищет, где бы чего своровать. И, конечно, потом она умирает. Вот летом она живет 30-40 дней, а зимой она живет уже более долгий период. Ну, практически, можно сказать, всю зиму. Вот такая у нее тяжелая жизнь. А в зимний период они находятся в малоподвижном состоянии, находятся они в клубе. Но, как мне тут уже сказали, а клуб это что такое, что там делают пчелы в клубе? Ну, клуб, я шутя сказала, говорю, что делают в клубе? Пляшут и поют, отдыхают, да. На самом деле клуб пчел это совершенно другое, это как шар. Они там все кучкуются, друг друга греют, потому что зимой же холодно, и тихонечко вот они передвигаются с одного сота на другой, чтобы мед свой разогреть и поесть. И если мы с вами посмотрим на, на их внешний вид, то будет понятно, почему она такая вот рабочая пчела называется. У нее все части тела приспособлены для определенной работы. Ну, наверное, мультик про пчелку Маю все смотрели, все прекрасно знают, там пчелка летает, собирает мед, но собирает она их в ведерке. На самом деле у пчелки есть корзиночка, не ведерко, а корзиночка, в которой она собирает не мед, а пыльцу. И вот эту корзиночку она наполняет, наверное, многие из вас видели, когда были где-то на природе, что у пчелки как бы штанишки бывают, еще называют штанишки красненькие, синенькие, зелененькие, разные, то есть в зависимости от цвета пыльцы, разного цвета обножка. Когда пчела прилетает к себе уже домой, эту обножку нужно как-то достать, есть специальная шпорца, которая находится на другой лапке, и с помощью этой шпорцы вот этот шарик, обножку, пчела достает, и пчелы-приемщицы складывают уже к себе в улей. У них 2 коготочка, а тут у них еще есть подушечка. То есть она может с помощью коготочков по шершавой поверхности бегать, а тут у нее еще есть подушечка. Она по гладкой может передвигаться. С помощью хоботка она приносит нектар, то есть она на конце хоботка у нее есть ложечка, потому что бывает нектар иногда густой, и она от ложечкой это забирает. Наверное, вы видели, когда пчела сидит на цветочке, она такая в пыльце вся бывает. И вот у нее на лапках, на каждой лапке у нее есть щеточки. Она с помощью этих щеточек счищает эту пыльцу и скатывает ее в обножку, вот этот шарик, и складывает в корзиночку. То есть на каждой 3 пары у нее лапок, на каждой лапке имеется щеточка для определенного отдела. Одна, допустим, для головы, другая для груди, другая для брюшка. То есть все лапки у них распределены. Все у них продумано очень хорошо в этом плане. Мало кто, наверное, на это обращал внимание, что у пчелы строение головы и у трутня и матки отличается. Почему? Потому что это понятно, что работа разная, и, как это ни странно, у трутня самые большие глаза. Ну, как в сказке, да, чтобы лучше видеть, для того, чтобы увидеть матку высоко в небе, за несколько километров улетают, нужно, конечно, большие глаза. И у него большие самые усы. С помощью усов они информацию получают. Вот. И, вот как правило, спрашивают, сколько у пчел глаз, да? Ну, всегда говорят 2, потому что мы обычно всегда привыкаем, что у всех все 2 глаза. У пчел, оказывается, 5 глаз. 2 глаза большие, сложные, фасеточные, и 3 глаза маленькие. Значит, что касается крыльев, когда пчела летит, кажется, что у нее одно большое крыло. И когда пчела сидит, тоже кажется, что у нее только всего 2 крыла, то есть пара одна. На самом деле у пчелы 2 пары крыльев. И когда она летит, там есть зацепочки такие, большое крыло соединяется с маленьким, получается как одно большое крыло. Вот так, с помощью этих крыльев они передвигаются в воздухе. Очень часто люди говорят, что пчела кусает. Но у пчелы, как это может ни странно, нет зубов. Она кусать не может. У нее есть, конечно, челюсти такие, которые она может тихонечко укусить, но она ими не кусает. Она эти челюсти использует для работы в семье, там собирает прополис, строит что-то, кормит, поет, то есть разные другие функции. А пчела жалит, и у нее есть жало. Оно находится в брюшке, и жало отличается от жала осы тем, что оно имеет зазубринки. И когда, вот обращали, наверное, внимание, оса ужалила и улетела, и ничего у вас в теле не остается. А когда ужалила пчела, остается маленькая такая, как заносочка, да, это жало, оно с зазубринками, и мы его не можем вытащить. Но это естественно.
И, как это ни грустно, пчела после ужаления погибает, потому что у нее полностью отрывается желеносный аппарат, и, ну так скажем, гемолимфа у нее вместо крови, она истекает кровью, и через какое-то определенное время она погибает. Как считают, что среднерусская порода пчел самая злая. Пчелы, которые кавказские, итальянки, краинки, они считаются, как южных пород, более добрые. Вот. Но опять-таки, кто работает чисто среднерусской породой пчел, они считают, что ничего подобного. То есть они нормальные, хорошие пчелы. Просто с ними нужно работать, уметь. Самое главное, чем полезна пчела, это то, что она опыляет все наши растения. Потому что почти 80% растений являются насекомоопыляемые. И в том числе это пчела. Если пчел не будет, то, соответственно, не будет ни яблок, ни ягод, ни вишни, ничего не будет у нас в этом плане. И как это ни грустно, вот в Китае есть очень много провинций, которые обрабатывали своих этих вредителей, и в результате теперь пчел там нет, ни пчел, ни шмелей нет, они много раз пытались их завести, но, к сожалению, погибают, видимо, очень большая концентрация была, и теперь китайцы лазят по деревьям с перышками, с крылышками и сами опыляют вместо пчел. Поэтому не дай бог, чтобы такое было где-то еще повторилось, поэтому пчелы очень нужны вот в этом плане. Ну и, конечно, как мы с вами любим, это продукты пчеловодства, мед, основной продукт пчеловодства. Раньше, когда не было электричества, делали восковые свечи для освещения помещения. Когда не было холодильников, наверное, знаете Александра Македонского, когда он погиб, его, да, залили медом и в ванне принесли, на родину привезли. То есть мед использовался как консервант. Пчел все продумано, у них, я бы сказала, наверное, лучше, чем у нас с вами, у людей, все, каждый шаг продуман.